Здравствуйте. В эфире «Чегемская правда». До парламентских выборов рукой подать, а мы все еще определяем правила, по которым будем избирать этот парламент. И сегодня мы по этому поводу будем говорить с нашим известным общественным активистом, лидером общественной организации АХЦ Ахра Иджани. Ахра, здравствуй. Добрый вечер. Президент внес свои предложения в виде законопроекта конституционного о внесении изменений в закон о выборах депутатов. В частности, он предлагает сделать дифференцированный подход кандидатам в депутаты на предмет знания государственного языка. То есть, согласно тому же конституционному закону, поправкам, новые выборы должны были пройти для кандидатов, исключительно знающих абхазский государственный язык. Да? То есть, если ты не знаешь этого языка, то, естественно, тебя уже ЦИК не зарегистрировал бы. Но сейчас, в общем-то, вносится некая дифференциация. Для этнических абхазов, в общем-то, ничего не меняется. Но для представителей других национальностей, которые будут баллотироваться в парламент, сделана отсрочка. То есть, это правило обязательное знание абхазского языка, оно для них вступит через 5 лет, в 1932 году. Вообще, как ты к этому относишься? Я читал твой пост в Фейсбуке, который, собственно говоря, и побудил меня тебя пригласить. Я и до этого хотел пригласить, но это стало такой отправной точкой. Смотря к чему. К тому, что депутаты должны владеть абхазским языком, я положительно отношусь. Тем более, это и в законодательстве закреплено. Даже если я к этому отрицательно относился бы, это не имеет никакого значения, потому что это закон. Мы должны жить по закону. Вообще, если о языке чуть-чуть в качестве преамбулы вступления поговорить, ведь мы должны понимать, что абхазский язык – это не какой-то такой язык, который надо откуда-то из глубин истории вытаскивать, восстанавливать, очищать, а потом начинать использовать. Это не кельтский язык у шотландцев, это не валлийский у эльцев, понимаешь, он на гораздо большем уровне, чем у басков, у каталонцев и у кого угодно, понимаешь. Я сейчас не говорю уже о коренных народах Южной Америки и так далее. Это живой, функционирующий язык, который имеет свою преемственность, имеет свое развитие, имеет свой функционал. Да, конечно, от того, что мы находимся экономически, в каком-то смысле и политически, в русскоговорящем пространстве, во-первых. Во-вторых, потому что наше государство, как и все государства постсоветского пространства, отпочковалось от Советского Союза, а там основной язык делопроизводства, законодательства и так далее был русский язык. Конечно, мы на себе несем эту традицию. И от того, что нас мало, чисто популяционно, мы никак не можем преодолеть этот барьер эффективного, такого повсеместного, коммуникативного и в смысле делопроизводства, использования языка. Но это не какая-то такая критическая ситуация, где можно сказать, что все, надо спасать язык. Абхазский язык живой. И для того, чтобы он стал более функциональным в политическом и государственном смысле, надо предпринять определенные меры. В том числе и меры, возможно, административного характера. Если твоя карьера, твой, бизнес, твое место под солнцем, твоя работа не зависит от знания языка абхазского, так ты его никогда учить не будешь. Понимаешь? Но если ты знаешь, что продвижение по службе, по карьерной лестнице и прочее, если ты видишь себя политиком, государственным деятелем, будет критически зависеть от этого фактора, я тебя уверяю, ты выучишь, своих детей научишь и сделаешь все возможное, чтобы этот вопрос больше в таком контексте не обсуждался. Язык – это не какая-то такая механистическая вещь, которую можно
на разных уровнях, там к ним по-разному относиться, изучать или применять. Это как живой организм. Вот его нельзя вот так. Давайте сперва в детском саду выучим в школах, а потом, когда они выучат, будем использовать там, в государственных учреждениях. Нет, так ничего не получится, потому что язык – инструмент. Если ты его не используешь везде, так ты его нигде не используешь. Нет таких прецедентов в человеческой истории, чтобы язык использовался где-то в одном месте, а в другом нет. Но он начнет чахнуть, умирать и так далее. Поэтому вот эта вот идея о том, что надо и на государственном уровне подтолкнуть, что ли, язык, она правильная. Она неоднократно работала в разных странах. И, конечно, она вызывает какое-то там сопротивление, скажем, в Абхазии не говорящих людей. Но это тоже, в принципе, проходит, это преодолимо. И в этом нет никакой дискриминации абсолютно. Это нормальная практика. Поэтому я отношусь к этому положительно. Ты положительно относишься к тому, что как бы, вот этот закон вообще вступает в силу. Тот, который был принят в 2021 году. Он и раньше принимался, да, но в 2021 обозначили сроки. Да. И это надо было так и оставлять. Понимаешь? По двум причинам. Первое, потому что я уже сказал, что если вы не подталкивать язык, не расширять его функционал, то он никогда у вас не заработает, понимаешь? И по второй причине, вот я об этом как раз и писал, мы не должны использовать право выборочно. Право – это универсальный инструмент. Если мы так начнем, вот тебе можно, а мне нельзя, ну, скажем, в данном случае в языковом контексте, а может быть завтра мы скажем, слушай, у меня какие-то религиозные соображения, мне в армии служить нельзя, пускай другие служат. Или масса других там примеров может возникнуть, понимаешь? Право, оно на то и право, что оно должно равно распространяться на всех членов общества. Если есть какие-то исключения, это уже не право, это какие-то договорняки, понимаешь, которые очень быстро нарушаются. Это первое. И потом, вот это вот в этом указе президента, я, конечно, могу ошибаться, но мне показалась такая не какой такой продуманный, обдуманный юридический акт, направленный на там, улучшение, совершенствование и так далее, да? А просто какая-то экстренная мера, ситуативность, призванная решить. Что решить? Так я понимаю, что, видимо, допуск к выборам людей, которые уже запланированы на эти выборы, но условно обозначена команда президента, не вот эта команда Абхазии. То есть я, значит, так должен понять, что есть люди, которые номинированы в депутаты парламента, которые будут участвовать в выборах, принимать в них участие, но которые, вероятнее всего, не владеют абхазским языком. И это послужит препятствием к их попаданию в парламент. Ну, а эти планы нарушать не хочется. Ну, это речь идет не абхазах, этнических, не этнических абхазах, скорее всего, я не знаю, это мысль. Но, с другой стороны, в нашем парламенте из 35 депутатских мест 4 не абхаза, и все они представители, все они армяне этнические. Мне кажется, здесь все-таки есть еще... Я не хотел бы думать, что это вот такая ситуативная вещь, когда под какие-то конкретные персоны там закладывают вот такого рода поправки в конституционный закон. Мне кажется, ну, я вообще вот как бы пытаюсь для себя как бы понять, а кто по вот этому закону со знанием абхазского языка из этнических не абхазов, а людей, которые там находятся в обойме абхазской политики, там общественных, там всяких организаций, сколько бы человек могли бы зарегистрироваться кандидатами в депутаты? Мне кажется, всего там
1,5-2 человека, да, то есть, условно говоря, я вот так, я пытался вот вчера вечером вспомнить, и вспомнил вот разве что Эрик Арштони, который говорит на абхазском, и Левон Галустян, который вот как бы, ну, какой-то базовый минимум он определенный знает. Сказать, что он говорит, там, не могу сказать, но вот определенный базовый минимум знания абхазского языка у него есть. Вот, а про остальных вот, в общем-то, ну, никто мне в голову не пришел. То есть это и есть действительно проблема, с одной стороны. С другой стороны, меня действительно вот эта дифференциация раздражает. При этом вообще меня раздражает то, что в этой ситуации вообще как будто бы это нововведение, оно как снег на голову. То есть оно было принято там в 2021 году, то есть было время подготовиться. Но я обратил внимание, что мы постоянно пытаемся сделать какие-то сроки обозначить. И не с тем, что мы вот в этот срок обычно как-то подготовимся, да, и там все у нас будет нормально, то есть нам не хватает времени подготовиться, да, там, а потом выясняется, что мы это просто сделали для того, чтобы, а там, мол, время придет, а там уже посмотрим, да, это как либо когда этот Хаджа Насреддин пытался, пообещал научить осла говорить там, и либо падишах сдохнет, либо осел сдохнет. То есть у нас закон об абхазском языке, государственном языке, был принят в 2007 году. Да? В 2007 году последняя стадия, она должна была вот вступить в полном объеме в 2015 году. Вот 15-й год, когда подошел, когда госслужащие должны были знать, это было для нас, опять же, такой же неожиданностью. Да? То есть, как бы, мы оказались, опять же, не готовы. Мы про это забыли. Да? То есть, у нас половина госслужащих не владеет абхазским государственным языком. Мы как бы это глаза закрыли. Сейчас, вот как бы в 2021 году мы приняли по парламенту поправки в закон о выборах, да, то есть о том, что вот в 2027 году новый состав, он должен формироваться из людей, которые владеют абхазским языком. И вот когда этот срок подошел, то есть мы опять оказались не готовы. Почему мы все время вот оказываемся не готовы? То есть вот меня вот это смущает. Ты знаешь, это не исключительно абхазская черта, вообще она присуща человеку, что если, пока петух не клюнет там, и так далее, ничего не произойдет. Может, нам в большей степени, я не знаю, чем все остальные, но тем не менее, это общечеловеческая черта. К сожалению, вот, пока тебе не пришел счет за штраф, ты никогда не будешь правила соблюдать. А когда ты начнешь получать эти штрафы, ты начнешь правила соблюдать. Ну, так мы устроены, понимаешь? От того, что мы сами себе будем обещать, что вот давай еще отодвинем на пару лет, как следует подготовимся, все сделаем как на сей раз, как надо, а потом во всеоружие куда-то вступим, это просто мы сами себя обманываем. Понимаешь? Я вообще не сомневаюсь, если есть такой закон, если есть такая необходимость, очевидно, что она есть, значит, надо ему следовать, как бы тяжело это не было. Тем более, прямо ничего такого супер тяжелого там нет. Я тебя уверяю, я вот просто сам по себе могу сказать, я не владею там блестящей абхазским, даже хорошо не владею абхазским языком, но я тебя уверяю, если у меня будет необходимость, допустим, вот мне взбредет в голову баллотироваться в парламент, и у меня будет полгода, я за полгода без всяких проблем освою его так, что я смогу, по крайней мере, любой законопроект представить на абхазском языке, обсудить его, продискутировать без всяких проблем. А люди, которые подавляющее большинство, лучше меня знают абхазский. Это что, это трудно, что ли? Нет. Потом не надо забывать, что парламент, сейчас я не говорю о других органах власти, парламент, он несет и представительскую функцию. Понимаешь? Это лицо государства. Он символизирует специфику этого народа, специфику власти, непохожесть этого народа, непохожесть государства. Понимаешь? И, конечно, в таком парламенте депутаты
Некоторые очень хорошо, а некоторые хотя бы просто на коммуникативном уровне должны владеть государственным языком. Я затрудняюсь тебе сказать, какие мотивы прямо точно двигали Батой Зурабовичем, когда он эти поправки вносил. Но я просто с трудом отслеживаю, там, не знаю, куда причинно-следственная связь, понимаешь. Если он хотел тем самым абхазских депутатов, значит, чтобы они лучше, что ли, говорили на абхазском языке в парламенте, то, не знаю, вряд ли получится. Если он хотел не дискриминировать другие этнические группы в Абхазии, да, так надо вообще отменять этот закон, получается. Знаешь. Ну, нет такого. Я не знаю, чтобы законодательные нормы применялись дифференцированно в зависимости от чего-то. Тем более от этнической принадлежности. Там от возраста. Такого не бывает, понимаете. У нас есть только одна норма. И то она очень часто вызывает споры. Это то, что президентом Абхазии может быть избран только этнический абхаз. Или этническая абхазка. Все, больше у нас такого нету. Все вот это вот вызывает такие вот кривотолки по поводу мотивов. Понимаешь? Ну, многие скажут, потому что был план кого-то продвинуть в парламент. Я тоже так думаю, понимаешь? Мне так кажется. Был какой-то четко прорисованный план формирования парламента с участием исполнительной власти. Возможно, не только. Возможно, с участием внешних игроков, в которые, в эти планы, вот такой расклад языковой не вписывался. Понимаешь? Ну, можно такое допустить. Ну, этот план, наличие такого плана, я об этом думал, когда вообще вдруг внезапно возникла дискуссия, это еще пару месяцев назад, о необходимости вот как бы отменить или отсрочить для всех кандидатов как бы обязательное знание абхазского языка. Ну, в силу того, что там как бы все-таки там многие абхазские политики, вот в особенности молодое поколение, там, они как бы при тех амбициях, которые у них есть, политических, да, там, я даже не назвал бы их политиками, как где-то вот они зафиксировались в качестве каких-то общественных активистов, или там есть некая попытка зафиксироваться, да, то есть при этом языка не знают. И я так думаю, что вот это стало проблемой. Может, они проходили по каким-то спискам. Наверняка делалась на них ставка, да. И поэтому вот поднялся вот какой-то ажиотаж вокруг этого вопроса, да, то, в принципе, уже принятого конституционного закона, то есть осталось... Это наши догадки, понимаете? Да, это наши чтобы догадки. Этих догадок не было, да, чтобы в обществе не было вот, различных толкований этого действия. Да. Я считаю, что надо руководство очень простой и стандартной формулой. Правоприменение должно быть абсолютно равно для всех. Без различия там, возраста, пола, национальной принадлежности, религиозной и так далее, и так далее. Закон должен одинаково действовать для всех. Если нет цензов, там в армию нельзя взять до 18 лет, например, там на голосовать нельзя, это другое дело. Но там, где цензы не работают, закон един для всех. Если вы начинаете вот так вот подправлять в ручном режиме свое законодательство, во-первых, у вас появится соблазн и дальше это делать. И, во-вторых, это могут другие делать, уже ваши оппоненты. И ссылаться будут на вас. И вы ничего не сможете потом сказать, ну, вы же это сделали. Мы тоже хотим. Нельзя создавать прецеденты в угоду каким-то вот сиюминутным там, трудностям, проблемам, чтобы их решить. Вы решите эту проблему, возможно, но вы создадите массу проблем в будущем. Так государственная политика не строится. Это очень такой осторожный, тщательный, выверенный процесс. Лучше чего-то не делать,
чем сделать, а потом, как следует, не продумать, и вы получите потом массу неприятностей и прецедентов в будущем. Но это все-таки конституционный закон, и за него должны 2/3 депутатов проголосовать от всего состава парламента. Ну, это да, то есть там как бы нельзя сказать, что это вопрос решенный. С другой стороны, как бы, я не знаю, но вот конституционный закон, он все-таки несколько чтений должен быть, иметь, наверное. Хотя это вот речь идет о поправке. Вот ты был депутатом вообще как конституционный закон, если я не ошибаюсь, он 2 статьями принимается. Нет, я говорю там в первом чтении, во втором, в третьем. То есть там же тоже своя процедура. Вот этого регламента я уже не помню детали, но есть законодательство, которое обязательно в 4 чтениях принимается. Возможно, конституционное законодательство. Но это поправка, речь идет о поправке. Я не могу, не буду. Я уже не помню таких деталей регламента. Но вот, возможно, и в 3 чтениях, потому что это никакая не новация, это не новая статья, ничего. Я бы, знаешь, еще о чем хотел бы поговорить. У нас сейчас очень много, помимо этого языкового вопроса, языкового аспекта, очень много всяких дискуссий, каким должен быть парламент. То есть вот я буквально на днях там смотрел там видео, там в Единой Абхазии проводился круглый стол, там, и там все там собрали там и представители различных партий, в том числе и депутатов того золотого парламента, и вот как бы такое сочинение, какой бы должен быть парламент, да, то есть и при этом, мне кажется, вот эти люди, которые там сидели, собственно говоря, и сделали все для того, чтобы парламент превратился именно вот в такую, как бы, абсолютно, как бы, критикуемый орган со всех сторон. То есть... Ты хочешь сказать, что они в свою бытность в первом парламенте сделали? Нет, вот люди, я имею в виду, это не сразу же делалось. Я говорю, там люди собрались, которые я смотрел, которые, собственно говоря, вот... Ты хочешь сказать, что они вызвали обратную реакцию? Нет, то есть вот я имею вот эта вся наша абхазская политическая элита, она вот сильно отошла от тех идей, которые там были у абхазского, объединяли, которые нас там, допустим, в конце 80-х, начале 90-х, во время войны, да, там, может быть, в первые годы после войны. Потом у нас совершенно другой подход был в том, какой должен быть наш главный законодательный орган. То есть при всех этих красивых словах, тостах, да, все равно мы, своя рубашка ближе к телу, да, то есть мы всегда делали ставку на своего, там, по каким-то там корпоративным взглядам, там, родственным и так далее, политическим. И вот этот профессионализм, необходимость там, того или иного человека, которым был бы, наверное, более необходим в этом парламенте, чем там, вот, твой коллега, там, твой друг, товарищ, там, брат, родственник и так далее, это вот как бы отходило на последний план. А сейчас вот как бы опять говорят о том, что необходима вот эта консолидация выбора, что надо вот как бы лучших отвести. Но у меня вообще всегда большие сомнения вот, в том, что вот даже люди, которые это говорят, в реальности, когда там дело к делу идет, там идет процесс голосования, да, там, или там агитационная какая-то кампания, и они будут поддерживать как бы совершенно по другому принципу, да, подходить к кого они будут поддерживать. Почему вот так произошло? Почему мы, допустим, выбирали, подход у нас был совершенно иным там в конце 80-х, 90-х, да, 91-м году, когда выбирался первый золотой парламент, да, и почему у нас совершенно другой подход сейчас? Сейчас очень трудно размотать этот клубок назад, понимаешь, да. И определить, где там был узел, что потом на этот узел все вот это остальное намоталось.
Да это, честно говоря, не такое, как неблагодарное занятие. Мне кажется, гораздо важнее и проще проанализировать текущую ситуацию, как ее оценить, что нам делать. Вот, мне кажется, это важнее. Ну, что нам делать? Ну, вот смотри, я всегда был сторонником Такой риторический вопрос. пропорционального принципа представительства в парламенте, потому что я считал, и сейчас считаю, что качество парламента должно улучшаться за счет идейного представительства. А идейное представительство могут обеспечивать только сплоченные группы единомышленников, то есть партии. Политические организации. Так, классическая система. Но я должен сказать, что, допустим, 5 лет назад я в это больше верил, чем сейчас. Потому что для пропорциональной системы нужна политическая культура и политическая свобода. Нужны партии, которые взращиваются на этой, на абхазской почве, на внутренней почве, и которые несут реальные политические идеи. К сожалению, я должен констатировать, что вот эта партийная наша жизнь, она в очень большом смысле несет какие-то признаки бутафоризации, вот ненастоящности, понимаешь, как будто это где-то на сцене происходит. Не потому, что эти люди, скажем, эти партийные организации не объединяют большое количество людей, это не важно. А потому что они реально не являются носителями экономических и политических идей. И самое главное, они не представляют интересы слоев общества. Общество живет само по себе, а эти партии живут сами по себе. Я не слышал ни одного случая, чтобы какая-то политическая партия Абхазии, я могу их перечислять какие-то, да, чтобы она выдвинула программу какого-то либерального или консервативного толка, чтобы там детально обсуждались вопросы строительства вооруженных сил или налоговой системы, или, я не знаю, экологического вот этого законодательства. Наши партии превращаются в что-то очень похожее на КПСС Советского Союза. Такой отросток на этом дереве исполнительной власти, которая фактически просто в ряде случаев поддерживает, в ряде случаев вербализует заранее вот эти инициативы, которые оттуда спускаются, не играя никакой роли вот в политическом развитии страны. Вот я считаю, что у нас, по большому счету, была только одна партия, которую можно вот, в классическом, что ли, в смысле классических признаков называть партией. Это был Айнар. Несмотря на их очень экстравагантные в ряде случаев идеи, там, государственного строительства, законодательства, они выражали мнение очень значительной части общества. Вот этого слоя поствоенной молодежи, которая усвоила вот эту идею национального движения и которые хотели строить суверенное государство, они уже получили хорошее образование, и они чувствовали в себе силы двигать вот этот корабль вперед. Вот это была партия. У них были программы. Ну, там дальше не сложилось, но не суть. К чему я это все говорю? Сейчас я вижу процесс, когда партии начинают поддерживаться извне. И если эти партии по пропорциональному признаку, по партийным спискам попадут в парламент, я боюсь, что они будут осуществлять какую-то неабхазскую программу. В этой связи, вот ты сказал, там внешняя поддержка. Но у нас есть проблема, вот куда ни копни, там не только слабые там, политические партии. Я говорил о законодательстве, которое мы пишем, и потом думаем, само рассосется. Да? То есть думаем, вот это то, что мы там зафиксировали, да? Либо мы глаза закроем, сделаем вид, что этого не было. А если глаза не удается закрыть, то мы как бы требуем отсрочки, да? Откладываем. Да? В этой связи, ну, я вот просто смотрю законы о выборах, да, то есть у нас есть законы о политических партиях, у нас есть, да, там у нас куча всяких
организаций, которые названы политическими партиями и, в общем-то, никак не соответствуют вот этому названию. Ну, например, вот давай продолжим эту мысль. Вообще слово «партия», да, это от латыни, это раздельное, да. отдельное. Понимаешь, так и в английском языке тоже, в романо-германской, партия – это часть, part. Понимаешь? Что такое вообще партия? Это группа людей, объединенных идеями, которые представляют какие-то социальные интересы какого-то слоя в обществе, и которые конкурируют между собой. У вас в обществе могут быть люди с либеральными идеями, с какими-то консервативными или неоконсервативными, социалистическими, коммунистическими. Вот эта постоянная борьба этих идей, она как мотор, который двигает общество. Понимаешь, вот прямо с толкача заводит, не дает ему остановиться. Смысл вообще партийной системы в конкуренции. Если вы призываете, вот как на недавнем круглом столе, к единству, как к залогу успеха, ну, значит, вы просто не понимаете тех механизмов, в которые вы играете. Вот даже терминологически, я без претензий к названию, но вот «Единая Абхазия». Как партия может называться «Единая Абхазия», когда сам принцип... Когда я и ты туда не входим. Строительство предполагает вот эту вот конкуренцию. Да. Если вы единая, то вы уже не партия. Вы должны какую-то часть спектра представлять. Вы не можете представить весь спектр политических мнений, экономических доктрин. Нет такой партии, не бывает, потому что их много. В каком-то этапе развития государства доминируют, скажем, консервативные идеи. Высокие налоги там, для богатых, там, регулярная армия. В какой-то этап доминируют либеральные идеи. Там, высокие пенсии, там, еще что-то. Ну, как вы хотите вот это все объединить? Или вы не понимаете самого этого политического термина, либо вы не являетесь партией в смысле конкуренции, вы являетесь просто поддержкой исполнительной власти. Я могу такой же пример в Российской Федерации. То же самое «Единая Россия». Это не партия, это продолжение исполнительной власти. И коммунистическая партия Российской Федерации тоже не является. И в Грузии эти многие такие партии могу подпорки иванишвильской власти. Поэтому, когда вот начинается этот тезис, давайте мы объединимся и все будем решать, я перевожу на наш язык это следующим образом. Давайте не будем бузить и позволим власти делать то, что она хочет. И всем будет хорошо. Парламент. Вот какой он должен быть, этот парламент, понимаешь? Когда у нас такая партийная система. Мне кажется, что сейчас другой вопрос актуален. Мне кажется, главная функция вот этого следующего парламента, как мне кажется, это будет обеспечение баланса власти. То есть буквально парламент 8-го созыва должен будет удержать наше государство от сползания к внешнему управлению. И сохранить вот те достижения, которые нами уже были сделаны. Это свободное общество, свободная пресса, свободный интернет, открытые выборы. Ну, как сказать, вот эта вот многопартийность, вот это. Плюрализм. Это должна быть задача минимум. Ну, такая, наверное, есть там задача максимум тоже. Я тоже хотел бы это видеть, например. Да? Но если бы только задачу минимум сделали бы, я, как гражданин в наше это сумасшедшее время, был бы удовлетворен. Но, конечно, максимум тоже было бы хорошо, потому что сейчас мы находимся на очень таком новом этапе. Не только мы, абхазы, вообще весь мир. Понимаешь? Может, какая-то пятая революция происходит технологическая. Хотя бы перезагрузить, что ли, наши какие-то вот государственные механизмы. Но, во-первых, очень хотелось бы, чтобы законодательно была реформирована наша армия и модернизирована. Это в наше время это базис для многого. Для спокойствия
для бизнеса, для уверенности в общении с кем угодно. Мне очень хотелось, например, чтобы было законодательно тоже изменено соотношение чиновников к налогоплательщикам. Но это невозможно, понимаете? Почему можно? Потому что когда у тебя 5000 предпринимателей тянут 20-тысячный ввоз госслужащих, вы никуда не придете. Ну, ограничить законодательно, что вот количество госчиновников не должно там превышать определенный процент населения. Это очень просто сделать. Я тебе могу привести пример. Вы можете принять законодательный акт, по которому все организации Кабинета министров, например, будут обслуживаться одной бухгалтерией, а не 20. Ну и так далее, далее, масса примеров. Но вот это была бы, наверное, программа максимум. Ну, может быть, еще, если мы смогли принять законодательный акт, я за 3-5 лет, которые смогли бы подтолкнуть вот это новое цифровое развитие государства. Это, мне кажется, тоже было бы очень полезно, потому что это приток капиталов, это комфорт для бизнеса, это вообще новая роль в системе взаимоотношений и с друзьями, и с конкурентами, и с кем угодно. Чем более современный ты, чем лучше ты владеешь современными технологиями, тем ты себя увереннее чувствуешь в общении с кем угодно. Вот это две вещи я бы поставил как приоритетами сохранения того, что у нас есть, не допустить внешнего управления. Да, то есть вот такие законопроекты, как там, апартаменты и так далее, чтобы они блокировались. Какие должны быть депутаты, чтобы это сделать? Теперь вопрос встает. Кто там должен быть в этом парламенте? Вот те, кого мы видим, которые говорят, депутаты в первую очередь должны решать бытовые проблемы, дороги, там, трансформаторы или кто-то другие. Я считаю, что другие. Кто? Во-первых, это должны быть абхазоцентричные политики. Что это значит? Это значит, что главными бенефициарами, выгодополучателями их политики должны быть граждане Абхазии. Чего бы это ни касалось. Это должны быть люди, которые должны уметь сказать «нет» и настаивать на своих интересах. Ну, такие люди, которым, как это, Трамп сказал, у вас там козырей нет. Чтобы им нельзя было такое сказать, что у вас карт нет. Чтобы они всегда знали, что у них есть карты. И это, во-первых, доверие народа Абхазии. Во-вторых, наши немалые ресурсы в соответствии с нашей территорией. Во-вторых, должны быть смелые люди. На них будет оказываться очень сильное давление. Я это заранее говорю. Со всех сторон, извне, изнутри, будут давить родственники, бывшие ваши сослуживцы, бизнес-партнеры. Вы говорите, что вам больше всех надо? Нас задушили налогами, уже перестаньте. Должны быть такие люди, которые этого не испугаются. Понимаешь? Должны быть люди с дипломатической жилкой, которые могут в парламенте создавать коалиции, работать в команде. Понимаешь, если в парламенте есть такое ядро, пускай их будет 10 человек, а не 35. Но эти 10 человек смогут так построить работу парламента, что от них будет зависеть очень много. Не от большинства, а именно от этого ядра. Такие нужны люди. Понимаешь? Как это сделать? Вот вопрос на $1 миллион, понимаешь? Кому обратиться? Если мы пойдем, как сейчас мы идем, да, то я тебя уверяю, вот эта корпоративная машина, политические технологии, деньги в несчетном для нас и непривычном количестве, которые сюда придут. Ставки очень высоки. Как это сделать? Ну, я, например, так это вижу. Если там меня кто-то спросит. Сейчас нет времени для формирования таких партий, которые могли бы, значит, решить этот вопрос. Сейчас можно говорить возможном только о каком-то предвыборном блоке. Чтобы это были люди, объединенные базовыми принципами. Вот то, о чем я сказал. Суверенное государство. Это, в первую очередь, интерес граждан Абхазии.
наша безопасность, наша экономика. Пускай у них будут немножко разные политические взгляды, это не важно. Ну, это ты сейчас говоришь, у нас все равно выборы проходят по мажоритарной системе, ты предвыборный блок говоришь. Я вот говорю как бы, о том, как бы идет группа депутатов, кандидатов. Кто нам нужен в парламенте и какие люди, чтобы вот этот минимум на 5 лет выполнить, а минимум следующий, чтобы мы сами управляли своей страной по-прежнему. Это кажется, что это какая-то такая невозможная там, какая-то сказка, но это реальность. Если кто-то в это не верит, я с удовольствием подискутирую с ним через 5 лет, когда это произойдет, если мы будем сидеть и ни черта не делать. Понимаешь? Наверное, будут силы, которые смогут договориться о таком сотрудничестве, кооперации перед выборами. Как хочешь назови, хочешь блок назови, хочешь как-то по-другому. Это не имеет значения. Я вот сейчас навскидку могу тебе 10-15 человек назвать, людей, которые потянут эту работу. Понимаешь? Ну, сколько из этих 10 людей, которых ты назовешь, да, условно, не будем их называть. Называть не будем. Да, называть не будем. Они выдвинутся кандидатами и пройдут. И проиграют. Вполне возможно. Да. Ну, вообще, я обратил внимание, что многие... Ну, это действительно проблема, когда люди, которые... Ну, видно, что они готовы к этой парламентской деятельности. Более того, не только с профессиональной точки зрения, но и с моральной. То есть, вот моральный образ все-таки человека, который важен, да, то есть, который не пойдет на вот такой вот какую-то подставу, там, я не знаю, не будет торговать, не придет там, не будет торгашом в этом парламенте, да, или человеком-автоматом я называю, когда там тебе руку позолотили, и ты проголосовал как надо. Или тебе там сверху какую-то директиву спустили, и ты об этом как бы с этим не согласен, но все равно голосуешь так, как надо. И я говорю про вот этих людей, у которых есть и профессионализм, и внутренний стержень, то есть и порядочность. В общем, таких вот, такие обычно у нас в последние годы как бы их как через сито, да, они не пролазят в это сито. Я тебе хочу сказать, что таких людей достаточно. Но в парламенте. Таких людей достаточно в обществе. Да, в А обществе. это гораздо важнее того, что в данный момент они где-то присутствуют или нет. Вот если бы у вас была бы обратная ситуация, если в обществе их не было бы, Да, в обществе они если есть. бы у нас народ состоял из конформистов, тогда это была бы вообще труба, извини. Но, к счастью, так сложилось, что и довоенное, военное, и послевоенное поколение генерировали вот эту вот абхазскую идею. Естественно, они своих ровесников и младших своих друзей и детей, они этим в хорошем смысле заразили. И теперь у нас есть общество, которое в состоянии понять и поддержать национальную идею, государственную идею. Они есть, у них есть хорошее образование. И у них есть вот это вот какое-то хорошее такое честолюбие, понимаешь? Есть люди, которые хотят заниматься политикой. Есть вот абхазский ген, абхазский политический ген. И это надо использовать. И общество должно это понять. Что вы хотите из этой Абхазии получить через 5 или через 10 лет? Зависимую территорию, где ни вы, ни ваши дети ничего не будут решать. Страну, которая не будет определять собственную программу, которая будет не в состоянии постоять за себя, ни снаружи, ни внутри, нигде этого. Или вы хотите страну с хорошим бизнес-планом, в смысле вот таким планом развития, с хорошими добрососедскими отношениями, с перспективой развития и в дальнем и в ближнем зарубежье. Вот выбирайте, знаете. Вот эти вот лозунги о единстве и там
я не знаю. Как там у Искандера пройдет. Объединению с властью, давайте будем дружными. Мне так это Советский Союз напоминает, понимаешь? Там, где есть вот такое вот видимость согласия, никогда не будет результата. Но я это тоже понимаю. Ахра, я тоже понимаю. С одной стороны, у нас постоянные политические катаклизмы происходят. С другой стороны, вот полное отсутствие каких-то идей. Вот политические организации, политические игроки, они, собственно говоря, не несут никаких идей. То есть там власть говорит одно, а, допустим, представители оппозиции, что бы там власть ни говорила, она отрицает. Потом меняются местами, и как бы вот эти проблемы, которые есть, да, то есть могут как бы на 180 градусов меняться местами. То есть, и, собственно говоря, я вижу здесь отсутствие вот самих идей. То есть, вот, наверное, мне главное, кажется, нам нужно придать нашему политическому процессу наличие идей. И борьбу за эти идеи. А когда этих идей нет, это такая вот драчка за корыто, которым ты получаешь доступ. Не более того. Смотри, я за идеи. Я люблю и преклоняюсь перед людьми, которые могут генерировать, тем более политические идеи. Но просто я боюсь, что мы сегодня находимся на таком этапе, когда помимо генерации вот этих вот светлых идей, надо просто не упасть в эту пропасть и устоять. Понимаешь? Если одновременно с этим процессом, о чем я говорил, сохранение вот этой стабильности, и достигнуто уже в нашем государстве, наши депутаты в 8-м созыве смогут на партийном принципе или на принципе личной инициативы или коалиционной инициативы генерировать светлые идеи, я буду только 2 руками за. Но мое первое требование к ним будет одно. Не потеряйте то, что уже достигнуто. Этого нет у очень многих. На Кавказе, вот в смысле, вот в нашем Горском Кавказе, вот эта конфедерация вообще ни у кого. Знаете? Это очень дорого стоит. И, наверное, здесь решающую роль должны сыграть избиратели, наши граждане. В конце концов, не вот эти вот сиюминутные отношения ваши родственные или дружеские, или там рабочие, какие бы то ни было. Вы когда выбираете свое будущее. Если вы настолько недальновидны, что вы готовы свое будущее променять на какие-то отношения на работе или там где-то по родственной или по дружеской линии, то не надо приходить вообще на эти избирательные участки. Это ответственный процесс. Вы выбираете будущее для своих детей, для себя, для всех нас. Вы не выбираете там каких-то отдельных людей. Будем считать это тостом. Преждевременным, пока выборы не наступили, да. Но, думаешь, я просто так про это сказал? Я уже начал. Да. Ну, я вынужден, в общем-то, наше время не резиновое. Мы его можем, конечно, немного еще растянуть, но я думаю, не стоит. Да, оставим эту энергию для других разговоров. Всего будете бояться, вы получите парламент, который вот так стоять будет. Вот так вот. А мы будем под окнами этого парламента, как сумасшедшие, стоять и их за хвост держать. В этом плане я не боюсь, что у нас что-то будет, наверное, хуже. Я надеюсь. Мы все надеемся, что у нас всегда должно быть что-то лучше. Да? И я надеюсь, вообще все, что там сейчас делается, даже если вот эта законодательная инициатива президента, даже если пройдет, я, честно говоря, не считаю это особой трагедией, но я считал бы простой тратой времени, если мы подойдем к 1932 году и будем опять на той же ступени развития, на которой мы, собственно говоря, и принимали вот эти конституционные поправки. В общем, я буду прощаться с вами. Сегодня мы говорили о парламентских выборах, об абхазском языке,
как языке абхазского политика. Сегодня у нас в студии был в гостях Ахраб Жаня. Ахраб, большое спасибо. До новых встреч. Увидимся. Счастливо.